Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто не может вас забыть? Кто никогда вас не забудет? Загадайте, пожалуйста, на себя. Давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Господи, какие мужчины! Ой, красота! Смотрите, вот он, один на коне, на коне. И вот второй тоже на коне. Ну, красота! Сразу два мужчины не могут о вас забыть и никогда о вас не забудут. Мои хорошие, отсыпочка у нас общая. Пожалуйста, об этом не забывайте. Чужого не берите, но и свое не пропускайте. У кого-то так отыграется, что сразу два мужчины не могут о вас забыть, а у кого-то один либо второй. Так, ну давайте начнем с правого. Правый. Почему я хочу начать с правого? Потому что правый, он еще в вашу жизнь вернется. Здесь нет других вариантов. Дорога его правая, дорога ведет к вам, пусть и окольными путями, но он точно вернется. Причем мужчина уезжал, либо уходил из вашей жизни, будто бы, знаете, такой обиженный ребенок, а вернется действительно возмужавший, серьезный мужчина. Вот в таком ключе. Его тут жизнь, конечно, помотала, помытарила, но он с этим всем справился только лишь благодаря одной мысли, одной идее. Еще хотя бы раз увидеть вас. Да? То есть говорит, ну не могу я погибнуть, да? Не могу я куда-то там съехать, переехать, пострадать, потому что я должен вернуться. Я должен вернуться и еще раз увидеть вас. Мужчину этого вы хорошо знаете, у кого-то с ним уже были отношения, у кого-то все шло к отношениям. Ну, по причине же, опять же, мужчины не получилось. Да, может быть, даже если вы были в браке, развелись, то по причине мужчины. То есть не вы от него ушли, а скорее как он, да, хвостиком махнул. Вернется. Он точно вернется. И ему будет что вам и рассказать, и предложить. Ну, вам будет о чем поговорить. Кстати, не буду кривить душой. Вижу, что этому мужчине вы обрадуетесь. Возможно, в глубине души вы его ждете. Ну, либо надеетесь, что вот он вернется. Хороший, и поменялся он, очень хорошо трансформировался, повзрослел. Прям чувствуется, что он повзрослел. Мысли у него поменялись. Если раньше он, например, боялся ответственности, боялся брать на себя, как обязанности, как мужа, мужчины, который отвечает за женщину, то теперь он поменялся, наоборот, этого очень хочет. Да? Он хочет детей, он хочет дом, он хочет быть мужем, защитником, добытчиком, любить вас очень сильно хочет. Надо было расстаться для того, чтобы понять, что любил и любит только вас, и что вы и есть единственное и неповторимое в его жизни. Вот, то есть разлука здесь вот 100% пошла во благо. Так, а те приключения, которые он пережил, приключения в кавычках, девочки, там все очень плохо было. То, что он пережил, действительно укрепило его и морально, и физически, и очень положительно отыгралось на его характере. То есть какие-то черты он приобрел, которых ранее не было. Опять же, терпение, выдержка, на какие-то вещи он уже смотрит гораздо проще. Да? Что-то он научился принимать. То есть очень хорошо поменялся. Так, второй мужчина. А вот второй мужчина такой, знаете, мистер Вопрос. Мужчина, который по какой-то причине
не имел возможности быть с вами рядом и не имеет ее до сих пор. И, кстати, не факт, что будет иметь. У одних отыграется, что да, а у других отыграется, что нет. Но здесь четко не свободный мужчина. Мужчина, который, кстати, конь гораздо больше. Видите, даже сравните, этот маленький такой полупони, а это прям конище, огромный такой боевой конь. Этот мужчина, он со статусом, положение у него высокое. Начальник, руководитель, крупный бизнесмен, ответственное лицо, да, наделенное властью. Ну, такой прям, знаете, состоявшийся. Видите, здесь пару показывают, то есть он в паре находится, то есть у него там семья, брак, все как полагается. Мужчина, он вами восхищается. Я не буду говорить про любовь, не у всех отыграется любовь, но у всех отыграется восхищение. То есть он вами восхищается, он на вас возбуждается, давайте так. Вы для него навязчивая, даже как идея идете. Да, вот запретный плод. Очень сильно хочется, но сам себя по рукам бьет и не может он, понимаете, до вас дотянуться. Ну, девчонки, видите, скорее всего, либо работаете вы вместе, ну, либо как-то, может быть, по каким-то деловым вопросам видитесь редко, крайне редко. Еще может отыграться мужчина, который далеко где-то от вас живет. Допустим, вы где-то были на отдыхе, да, познакомились с этим мужчиной. Может быть, вы вообще, в принципе, в одно и то же место ездите отдыхать, и он там бывает. То есть здесь есть какой-то блок, невозможность, прежде всего для него быть с вами, признаться вам в своих чувствах. Конечно бы он хотел, конечно бы он, если была такая возможность, да, и брак бы вам предложил, и все бы для вас сделал, но такой возможности нет. Вот рядом с ним есть женщина, от которой он очень зависим, либо которая очень сильно может повлиять на его судьбу. То есть здесь развод, он в принципе невозможен. Невозможен. Статус, положение, деньги, он все потеряет. Все. И, кстати, он не очень уверен, нужен ли он вам. Здесь, как, знаете, односторонние чувства идут. Ну, если бы этот мужчина не был бы настолько материально ориентирован, да, возможно, бы любовь и победила бы. Да, он бы себе позволил стать счастливым, ну, либо хотя бы попробовать, да, попробовал бы стать счастливым. И еще мне идет, что чувства этого мужчины к вам не случайны. Что-то этот мужчина должен для себя понять, именно видя вас, либо имея чувства к вам. Это как даже для него урок, вы для него как роковая женщина. То есть сильное притяжение, но нет возможности это все реализовать. Что-то он должен понять, да, либо сама судьба пытается его научить, что деньги — это еще не все, что важнее денег, ну, всегда идут чувства, да, любовь важнее денег. То есть с деньгами ты не можешь быть абсолютно счастливым, а вот когда ты любишь и любим, вот это и есть счастье. Вот, скорее всего, такой урок он получает. Ну, пока не доходит. Может быть, позже дойдет, но пока не доходит. Вообще идет картинка, что он так и будет о вас мечтать на протяжении всей своей жизни и при этом молчать о своих чувствах, боясь потерять то, что он имеет. Свое положение, да, положение. Ну, материально он очень обеспечен. Да, вот он боится это потерять, поэтому будет всегда молчать. Так. Кстати, еще показывают его тайные тропки в вашу сторону. То есть, возможно, вы этого не замечаете, но он как-то за вами следит, либо знает, где и во сколько вы бываете. И вот он прячется там где-нибудь в машине, в кустах, за углом, за вами наблюдает. Украдкой за вами наблюдает. Но я не вижу, чтобы он как-то нарушил свое там молчание, осмелился и к вам подошел. По крайней мере, в ближайшее время точно нет. В этом году вот 100% нет. Может быть, вы понимаете, о ком я говорю, да, ловили его там томные взгляды на себе. Ну, так и есть, да, вы ему очень-очень нравитесь. И вы действительно роковая женщина для него. Но молчун, деньги для него пока важнее. Так, еще о вас никогда не забудет
человек, с кем вы вместе что-то делали. Ну, работали, например, вместе. Человек настолько сильно вами вдохновился, либо очень многое от вас перенял, и теперь вот, ну, буквально ежедневно вас вспоминает с благодарностью, да, вспоминает вас как своего учителя, как своего наставника, как сильную личность, с кого он постоянно берет пример. Но вы уже давно не общаетесь, да, очень много времени прошло, но тем не менее человек вас постоянно вспоминает и очень часто о вас говорит очень хорошее. Знаете, как каждый раз, там, дай Бог здоровья, да, говорит о вас. Вместе вы что-то делали, как-то вы соприкасались, сотрудничали, может быть, даже вы этому человеку помогали. Что-то вы такое сделали, и человек вот прям не забывает и никогда не забудет. Постоянно вот с такими позитивными, благодарственными мыслями он о вас думает, либо она о вас думает. И опять же, всем хорошее про вас рассказывает. Так, еще мне показывают женщину. Женщину, которая перешла вам дорогу. И женщину, которую очень сильно высшие силы за это наказали. Не исключаю, что эта женщина все это честно заработала, да, может быть, она даже какую-то магию против вас использовала. Здесь какая-то борьба, конкуренция произошли. И эту женщину наказали. У нее сейчас не жизнь, а просто адские муки. И только сейчас до нее дошло, что это ей в наказание и именно за вас. Может быть, кто-то умный подсказал, да? Может быть, сама своим умом дошла. Она всегда мысленно перед вами, с одной стороны, оправдывается, что типа, ну не было у меня других вариантов. Там, я хотела этого мужчину, либо я хотела эту работу. А с другой стороны, очень сильно надеется на встречу с вами, чтобы попросить у вас прощения, потому что ей сейчас очень тяжело. У нее там, знаете, как со всех сторон и разрушения, и трещины пошли. Но вот четко она уверена и знает, что это из-за вас. Не то, чтобы вы это сделали, а то, что ее вот наказывает судьба, наказывают высшие силы за ее дурные мысли, за ее мерзкие пожелания и за ее какие-то отвратительные действия в вашу сторону. Но опять же, вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Ну, я так понимаю, что встреча у вас не состоится, причем ни при каких условиях. И ну вот будет так и доживать свой век, думая постоянно о вас. Еще раз говорю, то она оправдывается, да, ну типа, что с меня взять, да, такая была ситуация, то она вот мечтает попросить у вас прощения, там подбирает слова, придумывает какие-то там слова. Вот это есть. Но тяжело. Тяжело, причем заслуженно тяжело. Была бы она хорошим, нормальным, адекватным человеком, этого бы с ней никогда не произошло. Никогда. Так, и еще вижу, что вы кого-то забыть не можете. Не можете забыть того, кто вас очень сильно обидел. Видите, на ладони держите мужчину. Не можете вы его забыть, чувствуете, что вы к нему прям привязаны, и человек обидел, плохо поступил, как-то вот, знаете, ну, скверно, да, все это выглядит, ой, как самобичевание, самомучение. Девчонки, вы именно к нему привязаны своей обидой. Вот как только вы простите этого человека, и память о нем уйдет, воспоминания о нем сотрутся, привязаны вы обидой, там нет никакой кармы, там нет никакой привязки. И это вообще не судьба, да, это была случайность, да, это был как случайный, проходящий через вашу жизнь человек, который вот как преподнес вам урок, да, что мужики бывают вот такими изменчивыми, гулящими, подлыми, способными на вот плохие поступки, плохое отношение к женщине. Вы этот урок вроде как усвоили, но не до конца. Усвоить до конца — это понять, принять и отпустить. Вы первые 2 пункта выполнили, а вот 3 никак не выполните. Отнеситесь к нему действительно как учитель. Вот если бы не он, вы бы не знали, что бывают такие пакостные, мерзкие мужики. Правильно? Правильно.
Он был всего лишь проходящим, который преподнес вам урок. Мысленно поблагодарите за этот урок и просто отпустите. Вы сразу же заметите, что меньше стали о нем думать и вспоминать, и сниться перестал. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.